Доброго времени суток, уважаемые зрители! Это видео посвящается тем, кто родился и жил в городе Кокенгак, чьи родители, деды, отцы, братья, сестры, матери работали на шахте Кокенгак. Мы стоим у входа в шахту Маркай, у одного из входов в шахту Маркай. Вход, естественно, уже заброшенный. Отсюда идет вода. Значит, последующие, как сказать, кто здесь работал, они вот поставили это, наверное, для вентиляции аппарат. Но он сейчас тоже в нерабочем состоянии. А снизу вот бежит из штольни, бежит вода, которая впадает в речку. И она, значит, вода бежит дальше. И вот выход воды. И она впадает, вот, наверное, Чангицай, это начало Чангицая. Видите, тут дальше ржавчина полностью, весь металл он, значит, омывается, и вся ржавчина выходит сюда. И вот дальше, если глядеться, речка аж красная. Внизу там дальше вода бежит, а это вот вид, конечно, очень красивый, но печально то, что вот эти все остатки именно той шахты былой, которая была известна на всю Среднюю Азию. Это вот вход в таком печальном состоянии. Это один из входов. Далее здесь недалеко расположен еще один вход. Он был в прошлом году, когда мы здесь были, замурован. Но в этом году его открыли. И не знаю, с какой целью. Но вот в прошлом году здесь была другая техника. Мешки цемента валялись, а в этом году вот появились вот эти груды кирпича, но строителей нету, и здесь была целая гора рельсов, значит, всякого металлолома, которые составляли, видимо, вот основу вот этих бетонных сооружений. Их вывезли, уже их нету, а вот это второй вход в шахту. Тоже в таком печальном состоянии, разрушенный он. Еще раз повторяю, он в прошлом году был замурованный, заложенный, но в этом году почему-то его открыли. Правда, этот вход сухой, но далее вид, конечно, тоже он уже разрушается. Вот своды потрескались. Далее там вообще картина страшная, там вообще завалено, оказывается. Да? Видите, это все уже завалено, провода, это освещение. Значит, все это уже в таком печальном состоянии. Там вдали сидят мои спутники, они отдыхают. А я вот бегаю, мне интересно, я снимаю. Это вот одно из еще сооружений, которые пользовались вот в годы рассвета нашей шахты Кокенгак. А здесь, по всей видимости, вот по конструкции сооружения видно, что сюда подъезжала машина и сгружали из вагонеток уголь. И уголь вывозился отсюда. Вот здесь была рельсовая дорожка, сохранились еще вот остатки рельсов. Самих рельсов, естественно, уже нету. Вот здесь установлен новый трансформатор, его, по всей видимости, не было раньше. Иначе бы он мешал подъезду к этому сооружению. А далее вот тоже огромное здание. Оно, видимо, начато было строительство еще в годы советской власти. По расспросам от местных жителей мы узнали, что здесь предполагалась постройка бани, но она не дошла до своего благополучного конца. И вот остов здания, только стены остались.
Остальное все или разобрали, или не было еще построено. Ну, вот все, что мы здесь увидели, вот это все, что осталось от одного из участков шахты Маркай. Это вот бревна еще, это рельсы. Вот. Печальное зрелище, конечно. Очень печальное зрелище. Ну, а дальше, вот видите, вся красота природы нашей. Природа, люди обосновали здесь, живут. Дома новые, я смотрю, здесь. Растительность очень красивая. Вот. И посадка здесь, видимо, ручная, и дико растущие деревья. Ну, скалы наши, конечно, они вообще красота, это неимоверная. Это вот наша природа киргизская. Это вот вода, которая вытекает из штольни. Такая красота отсюда. Конечно, вид очень завораживающий, очень красивый. Ближе подойти никак нельзя. Вот, все ржавчиной покрыто, поэтому все красное.